После снежного забега, завершающего испытания нашего прошлого выпуска, наши участники подходят к месту проведения самого серьезного испытания зимнего сезона турслета, и там же их ждут инструкторы-высотники Олег Сайфуллин и Петр Акимов. А мы переходим в блогерский режим повествования, и в этом выпуске подробно, с живыми комментариями ведущих, покажем, как наши семьи преодолели, возможно, самые сложные метры в их жизни, как каждый из них преодолевал свой страх и нерешительность. Мы завершили этап, который был изначально назван биатлон, но с учетом погодных условий оставили только бег по целине. Это какой-то моноклон получился. Да. Снег местами вообще по пояс, там есть и скрытые рвы, ямы. В общем, было очень сложно. Так, ну сейчас Евгений расскажет про следующий этап. Действительно, это было очень тяжело. Сейчас нам не менее тяжело идти почти по целине к следующему этапу. Это самый сложный этап, связанный он уже с альпинистскими навыками. Наши эксперты подготовили трассу. Это будет спуск по веревкам, прошу прощения, и также параллельное преодоление препятствий по параллельным веревкам. Я не знаю, как это будет выглядеть, но звучит это уже страшно. И судя по тому, что люди несут с собой каски, страховочные системы, веревки, это будет захватывающее зрелище. Ну, надеюсь, что хотя бы веревки на таком морозе будут работать как надо. Как думаешь, Ислам? Да, я больше всего еще ожидаю, как называется, полевой этап. Это когда нужно здесь, в этот мороз, развести костер с помощью огнива. О, да. Да, у меня был такой опыт. И, если честно, то пока я своим опытом додумался, как лучше всего это сделать, прошло больше 30 минут. Вот. То есть через 30 минут я увидел первые огоньки пламени. Ну, слушай, это бесценный опыт, безусловно. Но я думаю, что здесь организаторы немножечко упростили задачу. Я слышал краем уха, что будут использоваться спички, потому что с огнивом это совсем жестоко. И мы... Серьезно? Так, это можно вырезать, но я не знаю. Спички и керосин. Керосин. Ну, на самом деле, я считаю это очень сложным испытанием развести вообще костер в такой погоде, даже если у тебя есть огнемет. Поэтому просто вот здесь мы видим такой ветер, что он будет сдувать любой огонь, любые начинания развести костер, они обречены на провал. Я не знаю, насколько это будет жестоко, насколько будут упорные участники, но мы в них верим, мы знаем, что все получится, и сейчас мы куда-то двигаемся. А так как мы с Русланом даже не нашли азимут, я уже боюсь. Мы на природе? Это золото такое лишнее. А это золото такое теплое, потому что Omni-Heat Infinity отражает тепло твоего тела и согревает еще сильнее. Коламбия – золотой стандарт тепла. Партнер программы «Турслет» — компания By Night Center представляет костюм-поплавок Rescue, уникальную разработку компании HSN для любителей рыбалки и активного отдыха. Самые совершенные технологии, самые современные материалы и более чем 30-летний опыт на службе вашей безопасности. Ваше здоровье и ваша жизнь в ваших руках. By Night Center, Якутск. Друзья, здесь такой овраг. Расскажите про этот этап, что предстоит. Этап называется параллельная переправа. Она является одним из этапов активного туризма. В принципе, параллельная переправа используется на практике туризма очень-очень редко. Очень редко. Вот.
Обычно хватает навесного, но здесь навесной требуются очень большие силы для того, чтобы подтягиваться, да? Или же помощь команды, то есть с той стороны, когда еще один человек его подтягивает. Ну а здесь мы решили войти с параллельной переправой, потому что здесь у нас получается человек идет ногами и руками держится. В принципе, очень физической силы не требуется, необходимо только координация движения. Если человек начнет поднимать ногу или так далее, частить, возможно, вот это, смотрите, вот здесь он начнет вот это качание. Ага. И человек может сорваться и повиснуть. Это вызовет, естественно, необходимость подтягиваться и так далее, то есть физические усилия. Так, глубина оврага где-то около 8 метров. Вот. Ширина где-то около 15-20, где-то так. Но здесь раньше мы занимались детским клубом, так что ничего страшного. Вот это дерево опорное, оно помнит меня еще много-много лет назад, лет 20, наверное. Вот это дерево, мы его использовали 20 лет назад, как опорное дерево. Точно так же вон то дерево. Они все на месте находятся. Испытано на себе. Итак, Олег Сайфуллин пошел. на Итак, сторону. пробный переход Вот так будет идти. одного из экспертов. С ума сойти. Казалось бы, ничего сложного. Мне кажется, там равновесие, да, Вот надо так держать. Только, Еще ветер ураганный, порывистый. да, и как раз в этом овраге он усиливается. Чахайдак болаганы переправан хабылах болбатты. Мама бүтү. Масына малы меркеде тохто болого. Отта арай чака бис кора кахал келиме. Ата пахайта агамны махайде. Бу же берке керен турогы. Ачат корка теттерилүүндө. Ой юашка ола чакелер боллаган жочона. Ja atычы менен чейгенерен хагала. Отору тиягып. До официального открытия ледовых переправ выезд транспортных средств на лед запрещен. Правила дорожного движения созданы для вашей безопасности. Берегите близких. Там уже. Вниз там. Сейчас краткий инструктаж проведут. Так, Вниз нужно ну что, будет. участники, в принципе, вы готовы? Так, да, минуточку внимания. Так, подожди. Ваша задача стегнуться одним усом сюда, подняться, не отстегивая этот ус, стегнуть второй ус вон на ту сторону, на верхнюю веревку. Вот это только отстегиваем этот ус. Понятно, да? Для чего это делать? Для того, чтобы если вы сорветесь, чтобы вы никуда не покатились. Ну, на всякую технику в горах используют горных путях, поэтому такие требования. Дальше. Вот этот карабин мы вам пристегнем вот сюда. На тот случай, если вы сорветесь и не сможете сами подняться, мы тогда вас просто вытянем на эту сторону или на ту сторону. На ту сторону, скорее всего. Потому что у вас есть еще другой этап спуска. Что вы делаете? Первым идет человек, у которого есть веревка. Если вы решили, что это отец первым идет, значит он идет. Идет, переходит, спускается, кричит: веревка свободна. Вот это. Идет, вон там, видите, чуть левее 2 пальца от основной веревки есть веревка, на которой завязаны зеленые вот веревки крестиком. Вот там вы привязываете свою веревку, сбрасываете вниз, вот до сюда. И спускаетесь. После спуска вы все это выстегиваете, кричите: веревка свободна, берете свою веревку, вот эту спусковую веревку в руке держите. Когда ваш следующий член команды приходит, на спуске вы придерживаете. Если вы видите, что человек сорвался, подпустил руку, Да, Дима, слышно. вы резко натягиваете силу. Таким образом вы остановите его падение. Ну, вы готовы? Да. Командуйте. На старт.
Внимание, марш! Так. А эта веревка? На случай, если он повесит, не сможет намерзнуться. Итак, у нас началось испытание одной из самых сложных. Это первый участник первой команды переходит ущелье. Выглядит очень страшно, некоторые слабонервные даже покинули это место, чтобы не пугаться. Особого шика добавляет ветер, который раскачивает веревку. В целом тут, наверное, самое главное это удержать равновесие, да? Это очень сложно. Да, это здесь самое главное. И ноги не отрывать. Как только начнется переступать, как обычно в ходьбе, Ага. ну, человек не привычный, да, начнется колебание, которое вас бросит. То есть нога может не туда попасть, нога отрывается, руки особо не держат. Когда отрывается, зависает. Страховка есть, но вся проблема в том... Понял! А время стоп когда делаешь? Когда последний участник, да, вообще в конце всех. Да, в конце всех. Ага, отлично. Так, второй участник семьи отправляется в опасное путешествие. Наверное, здесь тоже работает эта аксиома «не смотри вниз». Я не знаю, насколько это актуально для таких способов передвижения, но мне кажется, «не смотри вниз» на высоте больше 2 метров это всегда работает. Начинаем с полутора. Начиная с полутора. Да, если посмотреть вниз, может закружиться голова. Да, верно. Если человек не думает о том, что на высоте под ним пустота и так далее, что может сорваться и так далее, он просто действует, работает. И это делается быстро и четко. А как только начинаешь думать, рассуждать, я сорвусь, а что будет, а если то, если это, то замедляется. Излишне жестко держит и быстрее устает. Вибрация начинается. И быстрее устает. Угу. Напрягает коленки, соответственно, коленки начинают, вот тремор начинается вот такой. Это когда вот люди ходят по канату. Они Как расслаблены. только скажем так, напрягли коленки, все. И срывается. Молодец! Итак, он Ну, успешно где-то прошел прошел трассу, человек, очень быстро, динамично, Так, здорово. раз. Остался еще один участник. Как только будет сигнал «Веревка свободна», можем приступать. Команда подана? Да, была. Итак, на старт выходит мама этой команды. Сейчас она закрепляется на страховочных веревках. Женщины больше доверяют. Мужчины, когда всегда сомневаются в чем-то либо, женщины, раз так надо, значит надо, и все. И они действуют гораздо увереннее. Вот она успешно быстро пристегнулась и почти осталась на месте. Так, Хорошо. отлично. Ничего себе. Очень быстро, динамично идет. Мне кажется, гораздо быстрее Чем папы папа и и сын, сына, да. Да, потому что они видят меня. Женщины всегда так. Если стараться научить, они всегда действуют, уверенно, четко, без всяких сомнений. Да, это, мне кажется, рекордное время перехода. То есть Да, вот это очень быстро, да. Отталкивайся. Все, вниз, давай. Не бойся. Чуть-чуть отталкивайся. Давай, давай. Не бойся. Да. Все, падай вниз. понял. Вчера было понятнее и удобнее. Это самая система. Я-то не боюсь, я просто... Слава, время идет. Правильно же сделала?
Молодец. Все, дальше. Свободно! Стоп. Отлично. Итак, первая команда прошла 12:05:48. Дима, Козлов Таврат 12:05:48. Как понял? 12:05:48. Да, первая команда Козлов Таврат прошли испытание. Ну, на самом деле, мне тут понравилось больше всего. Конечно, для моего неподготовленного тела это было плачевно. Я сейчас еле-еле стою на ногах. Но мне понравилось здесь очень. Я бы пошел сюда. Ну, обещали что-то большее, что-то прям экстремальное, прям страшное, а в итоге как-то скучно получилось. Ну, то есть, получается, немножко не хватило экстрима, хотелось бы больше. Немножко, да? То есть, в следующий раз нужно ужесточить какие-то испытания, сделать все более серьезнее. Жаргадоттор. Наал багба простах полхтах табу мен спокойно аларабынын. Аттан бир күшүтүм акарги курдук саралана сүндү сүйүн болор. Тага кетакка кинеха чоккай асу. Завоевал. Чоккаяс. Чокка. Все, удачи. Все, удачи. Ой. Кроссовки. По веревке скользим, не отрываем ног от веревки. Не шагаем, ага. Все, свободно. Так, теперь мама. О, отлично. Эти ставки не скользят. Это только по теплу нехорошо. Да, такие моменты, такие нюансы только на практике выясняются. Только уже в процессе. Опа. Может так. О, отлично. Отлично, динамично. Да, вот это темп. Здесь как раз работает, видимо, правило, что первому всегда тяжелее. Это, видимо, и здесь сыграло свою роль, потому что у первой команды был достаточно большой временной интервал. Немножко замешкались, но я думаю, что сейчас все пройдет. Смотрите, они параллельно, получается, пока сын проходит дистанцию, мама спускается. Когда проходила мама, спустился папа. Таким образом, это все гораздо быстрее происходит, и мы видим, как это работает в пользу времени.
Карабин закрываем. Закручивай карабин. Карабин закрути. Вот этот карабин закрути, главное. Чай, не чай. Все, пошел. Туда. Уверенно, уверенно. Хоп, молодец. Уверенно, хоп. Давай. И приведи. Итак, мы видим время 8 минут 39 секунд 53 сотые. Это гораздо лучший результат. Ну что ж, посмотрим, как с этим справятся другие команды. Когда я вот переходила, мне было, конечно, очень страшно. И когда я даже в середину дошла, такое чувство было, как будто я стояла одна, со мной ветер, веревки и как сказать, и земля, да? И небо. Ну, было видно, конечно, было страшно, но очень хорошее. Ну, такие ощущения хорошие очень было. Лучше, если вы сорветесь и не сможете, сами вас вытянуть. Или в мою сторону. На старт. Внимание, марш! Можно так. Главное, ноги. Трос. Трос. Вау! Да, это практика. Мы видим, как очень динамично прошел папа семьи Филипповых. Так, все, бросай его и вперед. Осторожно. Вот. Не открывай ноги, не открывай веревки. Скользи по ней. Подтягивайтесь. В прыжке. Вот. Может болтаться. Тем временем мы видим, как папа с сыном уже организуют спуск, веревку для спуска. И сейчас уже вся семья будет спускаться, как только финиширует мама. Кажется, это весело, да. Не только страшно, но и весело. Может, это страшно весело? Да, есть вариант, что это страшно весело. Скорее всего, так оно и есть.
Я только объяснять могу, подсказывать. Щелкаем центральное кольцо и как вчера заправляем. Закручиваем. Все, готовим. Сверху через себя перейти, через верх, через себя. Да. Правую руку на веревку! Нет, нет. Да. Вот так. Да. Карабин заключаем. Давай, прыгай, прыгай! Падай, падай! Падай, падай уже, давай, 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 давай! Падай, давай, 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 давай. Залезь, падай. Так, тихо, ждем сигнала к финишу. Насколько я посмотрю. Стоп. 8:32:22. 8:32:22, Дмитрий. И лично я в первый раз, я нигде не у себя в районе, нигде не принимала участие в подобных мероприятиях. И это было очень интересно для меня, для самоанализа, ну, как я поведу себя в таких суровых условиях, в таких экстремальных ситуациях. Ну, это вообще здорово, вообще классные такие чувства, переполняют такие эмоции. Был и страх, и вот это вот интересные моменты, хотелось поскорее вот, ну, ощутить эти эмоции, чувства, как это на самом деле происходит, когда вот переправляешься через этот параллельные вот эти, да, переправу, да. Да, в зимней одежде, конечно, очень неудобно. Ветер еще, кстати, качал нас, но... Так, все, отлично, выход на трассу. Хорошо. Качание меньше станет. Все. Можно короткий узкий щелкивать. Отлично. Yes. Сразу же проблем не было. Сейчас. Выбирай! А, есть. Итак. Семёныч встал ты на веревке? Семёныч. Ноги не отрывай. Ага. Скользи. Скользи, не бойся. Внизу. Он же сейчас прошел, спустился уже. На ногами обратно. Итак, все, соберитесь. Так. Не торопитесь, спокойненько. Так. Скольжение. Я перчатки одолжила. Скользим. Без проблем, да. Только скольжение, не отрывая ноги от веревки. Скольжение. Только скольжение. Помните ваши советы, сынок? Только скользить, только скользить. Так, у нас еще одна семья, да? Все. А, это последняя? Это последняя, да. Так быстро время пролетело. Быстро время пролетело, потому что когда смотришь, просто время останавливается как будто.
Это там все время, как будто целый век прошел. Все, чуть-чуть осталось. Не идет? Не идет? Пробуем. Куда? Короткий ус. Я не могу. Выше там. Вообще надо сказать, что отсюда сверху совсем по-иному воспринимается перспектива и высота склона. В целом, стоя внизу, конечно же, я думаю, выглядит всё несколько... Кажется легко, да. Что такого? Пристегнулся к веревке, спустился. Это когда мы находимся здесь, да, это, конечно, одно восприятие. А когда человек внизу с дрожащими руками после прохождения параллельной веревки, конечно, это однозначно другие ощущения, но все справились с этим достойно. Сейчас мы посмотрим финальный спуск. Ну, считай, еще Мамы, высота и будем- второго этажа с учетом сваи технического Да, этажа. верно. Второй этаж КПДшки. Кроме всего прочего, это второй этаж. Да, это просто даже представить, что спуститься с окна второго этажа, это само по себе уже страшно. Итак, Да, я стану. тихо, ждем сигнала, ждем отмашку. Все. 16 минут, Так, 14 время семьи Андреевых зафиксировано. Все достойно прошли этот этап, друзья. Просто я в шоке, как можно броситься в обрыв без особой подготовки. Это, во-первых, конечно, да, семейный драйв, адреналин, соревновательный эффект. Это грамотная консультация, качественная подготовка, страховка. Это все суммарно дает возможность неподготовленному человеку просто взять и пройти через ужасный овраг. Руслан, я думаю, мы когда-нибудь с тобой тоже это совершим и крикнем: веревка свободна. А сейчас все свободны на этом этапе, все двигаемся дальше вниз. Все хорошо. Все справились с заданием, это очень хорошо. Семья Козловых набирает на этом этапе 2 балла. Всего у Козловых после 5 испытаний 11 баллов. Семья Ксенофонтовых показывает время 8 минут 39 секунд и получает 3 балла. Всего у семьи из Хангаласского улуса 11 баллов. Семья Филипповых из Алекминска трассу прошла быстрее на 7 секунд и получает максимум баллов. Суммарно у Филипповых по итогам 5 конкурсов 16 баллов. Семья Андреевых из Хангаласского улуса получает за овраг и спуск 1 балл. Сумма баллов Андреевых 12. Как показался тебе вчерашний день? Интереснее ли было проводить его здесь, на природе, среди снега, в холоде, или все-таки лучше было бы посидеть дома за компьютером, в телефоне и так далее? Думаю, было намного интереснее. Однозначно лучше здесь, даже чем где-то с друзьями в клубе и так далее. Так, Петр. Чисто на пальцах поднялся. Все, уже все поднялись, уже операторы поднимаются. Меня позвали работать ведущим, а я тут оператор. Что у нас здесь по подготовке? Полным ходом. Раз ямка, 2 ямка, 3 ямка. Так, завершился очень такой волнительный этап, очень, я думаю, для многих из участников вообще, они в первый раз такое делали. То есть они перешли через овраг, затем спустились. Все это командная работа, общее время. Сейчас из оврага с помощью жумара поднимаются наши участники. А здесь, чуть-чуть в лесочке, на спуске, уже семьи готовятся к следующему этапу. Такой полевой этап, где им предстоит развести огонь. Развести огонь в мороз. Участники подготавливают свои костровые участки. Какой там регламент? По сколько? Регламент по 5 и черкать. С огнивым будете долго. А, без огнива? Да. А, что за детский сад?
Так, раз, два, три, четыре. А что не загинем? 5. Ага. Это ваши или это наш. Дима взял? А, Ага. Ну, ага, да. не, это же спичка вечная. А это вечная спичка. А, это другое. А нет, это огниво. Наверное, это огниво. А на какой высоте будет? У всех с собой есть медицинские аптечки, я так полагаю, и в каждой аптечке есть бинт. Наверняка есть бинт, это базовая составляющая любой аптечки. Делаем следующим образом. Смотрите, мы с вами натягиваем, на примере вот этой ямки покажу. Натягиваем бинт между двумя деревьями, чтобы линия бинта проходила под вашим костром. Ну, в смысле, да, над вашим костром. Ну, можно под, если закопать его. Над костром высота будет у всех одинаковая, вот такая. И та команда, которая первая пережгет бинт своим костром, она просто побеждает без времени. То есть вам нужно устроить костер таким образом, чтобы ваш бинт просто сгорел. Подкладывать дрова можно, но нельзя поднимать их, ворошить и так далее. То есть костер должен самостоятельно подняться и пережечь бинт.